Прошло очень много в этот день мероприятий, День российского флага. И вот мы заглянули, одно из самых интересных, наверное, с точки зрения, наверное, питания, а точнее здоровья, потому что, ну, целый день побегаешь, а кушать хочется всегда. Хотелось бы поговорить с депутатом Якутской городской думы и главврачом поликлиники номер 1 города Якутска. Что здесь происходит? И я смотрю, здесь очень много пожилых людей. Добрый день. Сегодня в День государственного флага мы решили сделать такое мероприятие, потому что самой главной государственной задачей является счастливая, долгая жизнь людей нашего государства. Поэтому мы сегодня решили организовать совместно с рестораном «Веселая компания» именно такой мастер-класс. Мы весной делали с рестораном шашлыков для старшеклассников, а сегодня мы решили сделать именно для пожилых людей. Мы пригласили ветеранов Октябрьского округа для того, чтобы они смогли шеф-поваром пройти именно такой мастер-класс. Дело в том, что в каждом возрасте существуют определенные правила по питанию. У детей до года, например, один рацион, у детей дошкольного возраста тоже другой, подростки, и у пожилых людей тоже отдельный вообще рацион должен быть. И я хочу сказать, что вот мы сегодня хотели показать именно как можно просто в домашних условиях сделать полезные и ресторанного уровня блюда. И сегодня шеф-повар нам помог сделать греческий салат и итальянскую пасту с курицей. Все мы знаем, что пожилым людям необходимо все-таки более облегченное питание. То есть уже красное мясо немножко надо ограничить. У нас есть в Якутии пищевые привычки, мы очень много едим мясо. Едим мясо утром, днем и вечером, да, и перед сном тоже закусываем. Необходимо обязательно употреблять в рационе, чтобы были ежедневно овощи, зеленая трава, какие-то чаи травяные. И вот мы хотим просто привить вот эту культуру питания именно для пожилых людей, потому что пожилые люди привыкли к определенному рациону, к определенным продуктам. Хотелось бы немножко поменять. И вот мы решили такое сегодня праздничное мероприятие провести для наших ветеранов. Я понимаю, что не у каждого такой бывает депутат, особенно врач. И для нас просто хотел сказать, что ветераны Октябрьского округа, потому что это депутат этого округа. Немногие депутаты такими вещами занимаются, хотелось бы побольше. Но все-таки почему такой выбор, вот имеется в виду салат греческий, вот именно, это от того, что это просто делать и доступно? Это делается по двум причинам. Во-первых, это полезные продукты, то есть это овощи, и во-вторых, это доступно и просто делать. Просто мы даем какой-то запуск вот этого проекта, а уже в дальнейшем просто люди сами уже должны искать, смотреть, что можно сделать из таких простых продуктов. А вы как человек можете посоветовать что-то про греческий салат? Про греческий салат дело в том, что в греческом салате находится в составе это салат, огурец, зеленый перец, растительное масло с петрушкой, с укропом, с чесноком и, значит, сыр фета и лук, салат. То есть это достаточно простые продукты, доступны, их надо совсем немножко, там пол огурца, немножко перца, там 1 помидор, половиночку лука и вот салат простой айсберг, который можно вырастить у себя на огороде. Это все доступные продукты, которые можно просто красиво оформить, чтобы было не просто красиво, но и вкусно. Ну, самое главное, это некоторые из-за того, что много людей, да, вот сколько его можно готовить? У нас сразу готовить или можно оставить в холодильнике? Нет, такой салат надо есть сразу. И дело в том, что вот салатные заправки, которые сейчас поливаться будет салат, он хранится не более суток. То есть, и тем более фета – это сыр, который только делается для украшения. То есть мы еще приучаем к тому, что посредством этого греческого салата, что надо есть всегда свежую продукцию. Не обязательно там замораживать, не обязательно хранить там 2-3 дня. То есть сделал и съел. Тем более это делается очень быстро. Можно руками порвать салат, быстро ножом крупными кусками порезать, все смешать и полить соусом. Давайте подойдем, сейчас что-то происходит, да? Да. А вот все меня уже спрашивают. Вот шеф-повар, давайте у шеф-повара спросим. Ну, я хотел узнать, как у врача, откуда вот эти продукты, кстати? Откуда? С нашего местного рынка у нас есть большая поддержка нашего агропромышленного пояса города Якутска. И местные фермеры вот эти овощи все у нас спокойно выращивают. То есть огурец у нас растет, перец у нас болгарский растет. Ну, лук, конечно, не растет, мы его привозим, а петрушка... А нет, можно же зеленый лук нельзя, да? Нет, здесь надо такой лук салатный, красный, желательно, да, по рецептуре красный салат. Красный лук.
И масло тоже у нас пока не растет. Ну, масло растительное зачем обязательно растить? А Можно же купить. другое, да? Любое масло можно. А растительное масло можно любое, да. Ну, идет, конечно, в идеале должно быть оливковое масло, но если нет оливкового масла, можно и растительное, ничего сложного в этом нет. Вот это уже сколько времени сейчас идет такой урок? Сейчас идет практически около часа, да? Около часа. 3 часа начался, сейчас уже 5 минут. А можно пятого. представиться и вот уже какой-то опыт получили, раз уже с 3 часов здесь. Это практически 2 часа идет. Ну, меня зовут Елена, я жительница округа и получила вот такое сообщение, что сегодня будет мастер-класс и именно по здоровому питанию для пожилых людей. Я уже тоже в группе пожилых людей, поэтому очень волнует эта тема. И вот то, что нас учат, как правильно питаться, это очень-очень меня радует. Потому что это... Ели греческий салат? Конечно, ресторан каждый раз угощает, да, в меню, да. Дома я вообще очень люблю овощи, очень люблю перец, кабачки. Это вот сезон, когда сейчас начинается, это вообще милое дело, без него. Ну вот что нового для вас уже? Для меня новое то, что действительно можно еще и красиво сделать. И то, что из тех продуктов, которые у нас есть, можно сделать такой вкусный салат. Ну, мне сказали, его нельзя же готовить на много-много дней. Вот только вот съел. Да, так и делаем. У нас холодильник пустой, приходишь, готовишь и опять новое покупаешь, и опять. Поэтому вот культура еды, вот то, что приучают нас, мы же раньше заготавливали на несколько лет вперед с баночки, а сейчас есть возможность пойти купить все свежее и приготовить. Это очень радует, и то, что сейчас мы можем рецепты найти, и тем более сами попрактиковаться, это меня тоже очень радует. Пошел долголетие вам. Спасибо, и вам тоже. Можно вот у шефа, мы сейчас поинтересуемся у шеф-повара, Да. что сейчас уже что-то завершается, да, всё. Сейчас мы будем готовить гриль-пасту вторым курсом. Первым курсом мы готовили салат греческий, который состоит из овощей, айсберга, салата основы. Поясните, что значит паста. Гриль-паста – это овощи-гриль. А, их просто поджарить. Да, овощи поджарить и замешать это в соусы. Мяса там не будет. Мясо будет. Будет Мясо курица. будет, да? Гриль-паста с курицей и песто. Какое тесто? Что? Песто. Песто. То есть оно без макарон, совмещение с мясом? Нет. Макароны будут спагетти. Лапша спагетти, да. Я зачем спросил, потому что, честно скажу, я считаю, что раньше было как-то проще говорили, а сейчас какие-то умные слова. Это спагетти, это не спагетти. Спагетти. Гриль-паста. Это название блюда. Название блюда – основа. А основа это... Основа мясо, это курица, лапша, будем так называть, спагетти, чтобы было более понятнее. Овощи, гриль, курица и сам соус. В чем Соус. секрет этого блюда, долголетия? В чем? Все компоненты, они гармонируют с собой, и в итоге и идеальный вкус получается, который, нельзя дома приготовить, не думая, прошу прощения. Я Волнуюсь имею в виду, немножко. оно быстро еще Да, оно быстро готовится. Это был Артем Земцов, я правильно сказал? Да? Правильно. И вы шеф-повар. Так точно. Ага. И сейчас вот, опять же, покажите, какие гриль-пасты овощи используются. Вот, цукини, болгарский перец, лук репчатый, чеснок и розмарин. Это у нас уже пойдет на сам соус основу. Вот меня спрашивают уже здесь, сообщают, присылают. А соль? Соль? Соль. У нас будет соевый соус. Соус. То есть солить не Нет, надо. мы не будем солить. У нас будет для этого соевый соус. И спросили, вот сейчас, греческий салат солить надо? Греческий салат у нас заправка уже доведена до вкуса солью и перцем. Понятно. То есть не надо солить, получается? Нет. Если вы очень сильно любите соль, можете посолить. Либо довести саму уже заправку соленой. Ну, давайте мы подождем, самим участникам сейчас подойдем. Спасибо вам. И поговорим. Как вы считаете, вот такие столы для долголетия необходимо делать? Особенно, когда это делает еще и городской депутат. Конечно. В чем изюминка вот сегодняшнего дня?
для долголетия. Почему-то Ну, для нас, например, вот, для Очень пожилых людей, вот это, которое он нам показывал, это очень хорошо. Это полезный продукт. Полезная штука. Например, еда такая здоровая, говорит. Так что можно такую приготовить дома. Но это из овощей же, Ну. овощи, это очень полезно. Поэтому это Округ наш здорово, организовал, хорошо. мы Наоборот, очень нормально. довольны. А вообще, как считаете, как городские депутаты, наверное, должны почаще такие вещи делать? Для Конечно. своих избирателей. Вообще городские Да. депутаты, ближе к народу надо быть. Конечно, И с народом вообще должны всем быть, депутатам, не только Да. городским. Не один раз в год или 4 года один раз. Надо всегда делать доброе дело. Оно всегда хорошо. Мы, например, очень благодарны, что нас пригласили. Смотрите, какой все-таки участница этого стола, так скажем, приготовления. Вот их продукция, и посмотрите, они сами приготовили и с собой заберут. Простите, пожалуйста. Нам очень интересно.